Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Деменция. Как она проявляется, от чего возникает, что нужно делать, чтобы предотвратить развитие этой болезни. Об этом мы не только поговорим сегодня. Наша гостья в студии Мария Яковлева, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера, старший научный сотрудник Якутского научного центра. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Ну, в самом начале хотелось бы спросить, деменция – это самостоятельный диагноз? Деменция, конечно же, это самостоятельный диагноз, достаточно тяжелый диагноз. Да. Вообще хочу сказать, что деменциями занимаются не только врачи-психиатры. Конечно, в начале заболевания в основном терапией, диагностикой занимаются врачи-неврологи. И, конечно же, уже когда появляются психические нарушения, они появляются рано или поздно при умеренных и тяжелых степенях, то, конечно же, подключаемся мы к терапии. Это врачи-психиатры. Форм деменции очень большое количество, то есть различные нозологические единицы. Но самая популярная деменция – это деменция при болезни Альцгеймера. Наверное, многие слышали об этом диагнозе, да? То есть это самая популярная деменция на сегодняшний день в мире. То есть чаще всего диагностируется она. А кто находится в группе риска? В группе риска находимся, практически, можно сказать, все мы, да. То есть вот еще до сих пор нету конкретных четких данных о том, кто именно заболеет, когда заболеет, да. До сих пор врачи всего мира бьются над этим вопросом, потому что все-таки это очень актуальная проблема, потому что пациентов становится все больше и больше с каждым годом. Вообще Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что к 2030 году будет более 65 миллионов пациентов, да, то есть среди всего земного шара, да, то есть среди всех стран. И, конечно, это очень большая нагрузка на здравоохранение ляжет, да. А представьте, эти пациенты уходовые, да, то есть за ними надо смотреть, лечить. Они где-то должны находиться, потому что многие из них уже не могут находиться в домашних условиях, да. То есть это сеть пансионатов, интернатов. То есть это не только медицинская проблема, но и социальная проблема, да. Группы риска, я бы, наверное, сказала, что в первую очередь это, конечно же, профилактика вообще своего общесоматического здоровья, да, то есть это отсутствие вредных привычек, обязательно контроль давления, потому что давление очень важно, да, то есть если человек, допустим, в 40 лет не компенсирует свое высокое давление, то у него, конечно, шансы больше к 70 годам, допустим, заболеть болезнью Альцгеймера, да. Понятно, что это умеренное употребление спиртных напитков, здоровый образ жизни, активность двигательная, да, и, конечно же, хорошая работа, любимая работа. Любимая, да, это немаловажный фактор вообще в хорошем состоянии человека в целом. А есть какие-то факторы извне, которые могут спровоцировать это? Может быть, генетическая предрасположенность? Да, есть, конечно, формы деменции, которые имеют, конечно же, больше генетическую, подоплеку, основу, допустим. Есть очень редко встречаемая, не редко, но достаточно редко встречаемая форма деменции, допустим, она называется лобно-височная дегенерация. Мы, психиатры, называем это болезнь пика. Там вообще считается до 50% наследования, да, то есть бывает такое, что прямо по родовей идет это заболевание. Конечно же, эта форма деменции очень тяжелая, она развивается раньше, чем болезнь пика, допустим, уже после 50 возможен манифест, и прогрессирование в течение 5, 6, 7 лет, то есть очень прогрессирующее течение, и часто очень, конечно, присоединяются психические нарушения. Есть такое мнение, что чаще всего деменцией страдают кофеманы. Я думаю, что это, скорее всего, не то чтобы слухи, да, скорее всего, домыслы, да. Вообще я вам могу сказать, что статистически значимых исследований по поводу вреда кофе нету, да. Понятно, что каким-то опосредованным способом кофе чрезмерное употребление влияет. Опять же, это повышение давления, да. То есть люди, которые потребляют чрезмерное количество кофе, у них всегда повышенный уровень артериального давления, да. Есть, конечно, исследования, которые говорят 2 чашки хорошего качественного кофе с утра наоборот
Да, наоборот, уменьшают процент того, что ты в будущем заболеешь той же самой болезнью Альцгеймера. Да? Ну вот как бы таких вот данных о том, что вот это 100% влияет, да, на течение, на развитие болезни Альцгеймера, нету на сегодняшний день. То есть это все индивидуально и все должно быть в меру? Конечно, конечно. А каковы наиболее частые и явные признаки деменции? Что должно, может быть, насторожить и родственников в поведении близких людей? На что обратить внимание? Ну, вообще, конечно же, деменция, как любая болезнь, она развивается из-под да, то есть вот человек не проснулся и стал дементным, да, и ничего не узнает и никого не помнит, нет. Это начинается, как правило, с легких когнитивных нарушений, то есть появляется забывчивость, да, то есть у пожилых людей она очень часто встречается, да, то есть положила вещь в одно место, забыла тут же, да, то есть там чайник забыла выключить, да, это такие мягкие как бы признаки, да. Но родственники начинают замечать, что это усиливается, да, то есть человек выходит, допустим, на улицу и не знает, куда идти, какой магазин идти, да, дезориентируется, да, это, конечно, уже более грозные признаки того, что все-таки уже приближается процесс, идет процесс такой, как мы говорим, атрофии коры головного мозга, и это очень значимо. Еще очень часто меняется личность человека, да. У нас есть такой термин, он называется старческая психопатизация. Ну, вообще, наверное, касается всех, потому что с возрастом, конечно же, негативные черты чаще всего обостряются, да, то есть человек, допустим, ворчливый, становится там брюзжащим, там, да, человек, который был экономным, наоборот, вообще все там собирает у себя дома, да, то есть вот такие вот негативные черты, они очень часто обостряются, да, это тоже некий признак. Потом у пожилых людей бывает так, что вдруг теряется интерес к жизни, да, такая развивается апатия, они ничего не хотят, значит, начинают хуже готовить женщины, перестают следить за собой, да, если раньше женщина, допустим, всегда следила за собой, а тут как-то стала такая вот, ну, попроще, да, тоже, конечно же, признак не очень хороший, да. И вообще еще считается, что депрессия часто очень предшествует развитию деменции, процессу деменции, да, особенно в пожилом возрасте. И это, конечно же, цифры уже достаточно известные, что если человек в пожилом возрасте вдруг заболел депрессией, то у него, конечно же, значительно увеличивается риск развития деменции в будущем. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, такие тяжелые симптомы уже понятны, когда ничего не узнает, не узнает ни себя, ни родственников, да. Это уже, конечно, тяжелая совсем степень. Но вообще для зрителей я бы посоветовала посмотреть, особенно для родственников, кто волнуется. У нас сейчас век интернета, везде это можно найти. В интернете есть очень интересный опросник для родственников. Он называется «Аризонский опросник для родственников». То есть отвечает не сам пациент, а родственники, да? И там такие очень простые вопросы. И вот вы можете уже определить, у вашего пожилого родственника есть какие-то проблемы, или еще пока можно подождать, понаблюдать, да, а если, конечно, цифры там выходят, баллы большие, то уже стоит бить, конечно, тревогу и вести пациента, ну, такого человека, к врачу-специалисту. Аризонский опросник. Аризонский опросник. То есть это действительно не нужно своему родственнику, Нет, да, нет. а сам отвечаешь на опросы, если вдруг закрались какие-то сомнения. Да. Это именно тот человек должен отвечать, тот родственник, который постоянно живет, ну, который знает человека, который видит его постоянно каждый день, да, и знает, что он делает. А насколько важно при деменции не упустить время? Вообще это очень важно, потому что на сегодняшний день все-таки существует у нас группа препаратов, которые тормозят, не дают прогрессировать деменции, особенно болезни Альцгеймера. Да. Конечно, то, что утрачено, уже не возвращается, как правило, потому что родственники, конечно, приходят и говорят:
Вот мы хотим, чтобы он стал как прежде, да, то есть чтобы у него была память такая, но мы объясняем, что, скорее всего, этого не будет, надо сохранять то, что осталось, как говорится, да. И тут очень важно постоянный систематический прием, а не так, месяц пропили, 2 месяца отдохнули, потому что родственники у нас бывают разные, у них там схемы свои тоже бывают очень часто, там меняются, да. Тут пожизненная ежедневная терапия. Пожизненная, то есть вот до конца человек должен принимать антидементный препарат. При таких условиях, конечно же, прогрессирование, возможно, приостановится, и человек останется на том уровне. Допустим, был на уровне умеренной депрессии, это в тяжелую не перейдет. Это уже грандиозный, конечно, это уже очень хорошо, это очень хороший знак. Поэтому очень важно вначале сразу же обращаться к специалистам. Но даже можно, получается, так сказать, что деменция – это тот диагноз, который отчасти ложится именно на близкое окружение, да, а не на самого пациента. Да, да, да. А что мы можем сказать о статистике? Есть ли данные, сколько людей страдают этим диагнозом у нас в Якутии? Ну, вот такой вот общей статистики, конечно, нету. Вот сейчас только мы стали заниматься проблемами деменции. Вот в последние, получается, 4 года, да, то есть вот у нас есть Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. Там есть отделение нейродегенеративных заболеваний. Вот мы занимаемся сейчас. Регистр ведем, да, пациентов вот с болезнью Альцгеймера, с другими видами деменции. Ну, вот не могу точно сказать, но это точно больше 100 человек. Но это очень мало на самом деле, да, потому что в центральных городах, конечно же, ситуация другая идет, потому что там, во-первых, осведомленность лучше, да. Ага, то есть они сразу же, родственники, ведут таких пациентов специализированным врачам, а не там врачу-терапевту, который говорит: да, у вас бабушка старая, а что вы хотели, а у нее такая память будет, да. Поэтому, конечно же, очень большое значение имеет информирование населения, да. Сейчас начинается этот процесс. Я думаю, что будут кабинеты памяти открываться. Я считаю, что необходима школа для родственников с болезнью, ну, с болезнями дементными, да, потому что очень колоссальное влияние оказывают именно на родственников, потому что это очень тяжелые пациенты в уходе, в ежедневном уходе. Да. Представьте, это вот большой ребенок, да, и вот как за ним следить? Кормить, поить, чтобы он никуда не ушел. Это, конечно, стресс огромнейший для родственников. И поэтому, конечно, я считаю, что это предстоит нам сделать, но уже первые шаги у нас сделаны. И это очень радует. Да, согласна с вами, это очень радует. Но давайте в конце нашей беседы все-таки деменция страшный диагноз, да, столько всего рассказали. И дабы утешить, может быть, наших телезрителей, есть ли какие-то способы, которые могут как-то отодвинуть этот момент, профилактика, что можно сделать? Ну, первое, это, конечно, вести здоровый образ жизни. Без него мы никуда не денемся, да. То есть все-таки свой ресурс здоровья сохранить, да, до старости лет. Значит, любимая работа, я всегда об этом говорю. То есть работать надо, там, в 50 лет не надо уходить, я считаю, да. То есть если у человека есть работоспособность, человек должен работать. То есть когда ты работаешь, ты постоянно постигаешь новую информацию, ты тренируешь свой головной мозг, да, свою нервную систему. И третий вариант, который я предлагаю, значит, у нас есть очень известный профессор, невролог, правда, да, Левин Олег Семенович, и он говорит о том, что на самом деле самое важное – это движение. Это движение, потому что заучивание новых движений, оказывается, создает наибольшее количество новых вот этих связей между нейронами. Да? И поэтому, вот, допустим, школа 3-го возраста, где наши пожилые люди учатся новым танцам, каким-то там йога, скандинавская ходьба, это очень хорошо и положительно сказывается на когнитивное состояние человека. Вроде бы такие простые советы, но помогут предотвратить или хотя бы как-то отдалить этот момент страшной болезни. Да. Мария Владимировна, спасибо вам большое за такую интересную, познавательную беседу. Спасибо, что пришли к нам. Пожалуйста. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.